Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте я буду так к вам обращаться. Во-первых, я хотел бы поблагодарить организаторов этого мероприятия. Оно обозначено в формате лекции, но думаю, так как вот у нас нет здесь привычной для лекций кафедры, да, как вот привыкли мы в высших учебных заведениях, то я бы обозначил жанр нашего сегодняшнего мероприятия как беседа. Да? Давайте вот побеседуем с вами. И думаю, беседа, она предполагает диалог. Думаю, мы будем активизировать сегодня именно диалогический формат. Я хотел бы поблагодарить организаторов, редакцию «Миллиарда татар» и литературный музей имени Габдуллы Тукая. Это замечательное место, которое является не только музейным местом, скажем так, да, но уже на протяжении многих лет является очагом татарской культуры, где проходят самые разные мероприятия. И, конечно же, вот здесь хотел бы особые слова благодарности директору музея Гузель Фардиновне сказать, Гузель Фардиновна, да, и замечательному коллективу, коллегам Гузель Фардиновны, которые здесь сегодня присутствуют. Я немножко волнуюсь, если честно говоря. Почему? Во-первых, потому что после 20 лет работы в Казанском государственном университете, а я работал с 1999 года по 2017 год, я вот уже на протяжении, получается, 9 лет работаю в Институте языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова. И, как вы понимаете, за 9 лет этот лекционный формат уже мной немного подзабылся. Да? То есть лекции, которые читались с кафедры студентам, по самым разным курсам, скажем так. Вот. С другой стороны, мне и волнительно, и по другой причине. Вот здесь, в Старо-Татарской Слободе, я родился, появился на свет в далеком 1974 году. И мистическим образом моя жизнь с самого рождения была связана с Габдуллой Тукаем. Вы скажете, каким образом? Я родился в роддоме, где во времена Тукая располагалась клиника Григория Абрамовича Клячкина, да, и где Габдулла Тукай провел последний месяц своей жизни. То есть вот уже с самого своего рождения как-то Тукай был рядом. А жили мы тогда, мне было, до моего 9-летнего возраста, жили мы на пересечении улиц Тукаевской, да, вот мы называли ее не улица Габдуллы Тукая, как она сейчас, а мы ее называли Тукаевской. И улицы Зайни Султана. Это выдающийся татарский актер, режиссер. Улица была, улица и сейчас это есть, она очень маленькая, небольшая, находится между улицами Тукая и Насыри. Да? Поэтому вот здесь на улице Нариманова находилась 21-я школа, в которой я первые 2 класса проучился. Родители, мама давала мне там 10-15 копеек на обед, я не тратил их на обед, а мы после школы шли в кинотеатр имени Габдуллы Тукая. Опять-таки вот здесь находился кинотеатр Габдуллы Тукая, и вот мы там после уроков, на 10 копеек стоил детский билет, на 10 копеек вы еще молочное мороженое покупали. Вот поэтому я могу сказать, что связь с Тукаем у меня была с самого детства. И я помню прекрасно, Габдулла Тукай, у него есть такая автобиографическая повесть, называется она «Что я помню о себе?». И он рефлексирует по поводу того, когда же он начал помнить о событиях о событиях своей жизни. Да?
И вот он пишет, что о них он начал помнить тогда, когда когда дед Зинатулла по материнской линии, который был вынужден отдать своего внука в расположенную недалеко деревню Кырлай крестьянину Сагди, да, на воспитание, скажем так. И Тукай пишет, что вот он прекрасно запомнил, как он сел в подводу с крестьянином Сагди, как они преодолевали этот путь из деревни Ыш-Иле по-татарски, но по-русски говорят Уч-Или, но мне не нравится. Вот Ыш-Иле в переводе означает трехдомное, да? И он пишет о том, что вот именно тогда он начал помнить о событиях своей жизни. А до этого, но он же пишет о том, где он родился, как проходили его самые ранние детские годы, до того, как его отправили вот в деревню Кырлай. До этого он в основном помнит о своем, скажем, детстве со слов его односельчан. Вот, со слов односельчан. И вот здесь возникает очень интересный момент. Много ли мы знаем о Тукае того, что может считаться достоверным, фактическим, документальным? Ну, наверное, если рисовать такими большими мазками, не мелкими штрихами, а большими мазками, то эта картина выглядит примерно так. Да, мы знаем документально, точно, где родился Габдулла Тукай. Он родился в деревне Кушлауш, вот, в Заказании. Знаем, как звали его отца, знаем, как звали его мать. И это все зафиксировано в метрических книгах, да, скажем так. Это документ, это документальный факт, да, вот. Знаем из каких-то других источников, в первую очередь из мемуаров людей, которые лично знали Габдуллу Тукая в то время, а мемуары эти часто публиковались в советское время. Вот эти сборники «Тукай турунда истәлекләр», воспоминания о Тукае, «Тукай турунда яткәрләр», ну это то же самое, да, то есть воспоминания о Тукае, где опубликованы воспоминания о нем, да. Вот. С другой стороны, возникает вопрос, насколько воспоминания являются, ну, строго насколько информация, которая содержится в воспоминаниях, является строго верифицируемой. То есть, вот там кто-то пишет, я помню, что происходило вот так-то и так-то. Например, был хороший, замечательный археограф татарский Марсель Ахмедзянов, да, тоже Марсель, вот, фамилия Ахмедзянов, он недавно ушел из жизни, вот, и в 80-е годы он совершал археографические экспедиции в деревне Заказанье, где еще имел возможность встретиться с людьми, которые, ну, либо сами знали как-то Габдуллу Тукая, либо же их родители знали Габдуллу Тукая. И вот там есть такая информация, что вот со слов моей мамы, да, там Тукая, помните этот сюжет, когда он известен нам, этот сюжет, как Тукая дед сначала отправляет в Казань, да, здесь он в доме кустаря из Новотатарской слободы воспитывается, да, вот в его семье, и у Газизы, это приемные родители, скажем так, хотя не продолжительное время, да. И вот помнится, мама мне говорила, что вот так-то мы Тукая отправляли в Казань, это было так-то, так-то. Возникает вопрос, насколько вот эта информация может считаться достоверной. Ну, на 100% вряд ли мы можем поручиться, да, потому что человеческая память, она, ну, не является безупречной, так ведь? С другой стороны,
Есть еще один момент. Мы все с вами, наверное, можем говорить о Тукае как образе, который отложился в массовом сознании, в нашем сознании. Итак, какие же какие-то вот такие опорные точки этого образа мы можем выделить? Опорные точки. Я думаю, первая опорная точка – это сиротское детство. Тукай очень рано лишается родителей. Его отец, мулла Мухаммед Гариф, умирает, когда Тукаю было от роду 4 месяца. Вот, 4 месяца. Мать умирает, когда ему было 4 года. Вот. То есть это действительно трудное сиротское детство. Следующий штрих, ну не штрих, а следующая опорная точка – это то, что жизнь Габдуллы Тукая была тяжелой. Вот. И, ну, наверное, с этим тоже отчасти можно согласиться. То есть, обратите внимание, он, как бы мы сейчас сказали, мыкался по людям, да, дед, хотя тоже мулла, дед по материнской линии, Зиннатулла Хазрат из деревни Учели, он тоже мулла. И мы как-то привыкли думать, ну, нам как говорили, муллы – это вот такое обеспеченное, достаточно состоятельное сословие, как в советской, ну, скажем, в советский период к муллам же было негативное отношение, да, вот, они, ну, в общем-то, одурманивали вот этим религиозным дурманом людей и жили за их счет. Но в воспоминаниях самого Габдуллы Тукая говорится о том, что дед Зиннатулла, а семья у него была большая, вот это уже его вторая семья, супруга его, вторая супруга Латыфа, и жили они очень бедно. И Тукай говорит, что он вынужден был побираться по соседним деревням. То есть маленькая деревня Эш-Иле, она, очевидно, ну, приход был небольшой, и обеспечить муллу всем необходимым возможности не было. Да? И поэтому вот дед Зиннатулла был вынужден искать место для воспитания Габдуллы Тукая сначала в Казани, а затем вот в деревне Кырлай. Да? Вот. Не потому, что он не любил своего внука, не потому, что он не был бессердечным, да? А именно вот по этой причине. Да? И существует версия, ну вот есть такая, знаете, апокрифическая версия, известная, что вот возница, который привез Тукая в Казань, на Сенном базаре кричал, кто возьмет ребенка на воспитание, кто возьмет мальчика на воспитание. Это известная, устоявшаяся апокрифическая версия. На самом деле вот существует другая версия, и суть ее состоит в том, что Тукаях, его дед Зиннатулла, договорился и хотел адресно оставить в семье одного состоятельного татарского, казанского, богатого человека. Да? Это было нормальной практикой. Бездетные люди или даже, допустим, ну, у кого были в семье только дочери, потому что, вы знаете, у мусульман вот наследником считается сын, да, вот. У кого были дочери, скажем так, они брали именно мальчиков на воспитание. Но была еще другая причина, вот она оговаривается в трудах, посвященных Габдулле Тукаю. Например, крестьянин Сагди, говорится в одном из трудов, взял еще и потому Тукаю, потому что давали на лицо мужского пола земельный надел. Да? Поэтому земля была важна, значима для крестьян. Ну вот была еще такая у сельских жителей причина. Вот. Итак, первое, это трудное сиротское детство, трудная жизнь. Да, мы говорим, мыкался, но обратите внимание, с конца 1894 года Тукай уже в Уральске, и он воспитывается у своих родственников, у тети Газизы,
это младшая сестра его отца и ее мужа Галиаскара Усманова. Он весьма состоятельный купец, да, ведет торговые дела в Уральске. Тукая отдают учиться в хорошее медресе. Медресе называется Мутагия, и оно названо так не случайно, по имени Мутагуллы Хазрата Тухватуллина, который по совпадению оказался одноклассником отца Габдуллы Тукая, Мухаммед Гарифа, Муллы Мухаммед Гарифа. Вот они закончили оба очень престижное по тем временам татарское медресе, которое находилось в селе Кшкар. Да? Вот. Их пути дальше разошлись, они были дружны. Значит, отец Габдуллы Тукая получил свой приход в Кушлавуще, а Мутагулла Хазрат, он пошел дальше, он стал совершенствовать свое образование, получил образование в Каире, в очень известном университете Аль-Асхар, значит, и вот остался в Уральске. И в Уральске, оценив его познание, оценив его эрудицию, он остался там в качестве имама одной из мечетей. И, соответственно, при мечетях существовали медресе, и стал учиться в медресе. То есть, смотрите, скажем так, в 1894 год Тукаю 8 лет, и жизнь его уже не является жизнью бесприютного сироты, да? Он находит свой дом, хотя вот в нашем официальном литературоведении советского времени было принято подчеркивать, что Тукай не нашел общего языка со своим джизни, то есть Галиаскаром Усмановым, что якобы между ними были постоянные какие-то стычки, конфликты, и объяснялось это очень интересно. Говорилось, ну вот Тукай, он же вроде вот такой народный весь, демократический, из народа, а Галиаскар Усманов, он все-таки саудагар, купец, да. И вот Ибрагим Нуруллин в замечательной книге, я считаю, одной из лучших книг вот, в серии «Жизнь замечательных людей», она так и называется, Габдулла Тукай, он пишет, что Тукай, когда он приехал в Уральск, сначала дали ему комнату на 2-м этаже, а потом его вдруг спустили на 1-й этаж. И он пишет, что да, таким образом судьба словно бы говорила, да, не возвышайся, твое место на 1-м этаже среди прислуги, среди простых людей. Да? Вот. На самом деле, наверное, надо говорить о том, что вот это социальное противоречие было здесь незначимым. У Тукая вот это трудное детство, сиротское детство, оно, конечно же, откладывает отпечаток на психологию ребенка. Да? Он был ершистый, да, вспоминают вот именно, о нем вспоминают именно так, что он был ершистый, очень быстро обижался. Да? Вот, и, например, друзья его все время говорят, что Тукаю ничего нельзя было сказать такого обидного, потому что в ответ моментально прилетало. И даже со своими близкими друзьями, например, Сагит Рамиев, да, он находился в хороших отношениях, но в определенный момент между ними происходит размолвка, и достаточно долго Тукай в своих публикациях и в своих статьях, и в своих стихотворениях все время подтрунивал, ерничал, как мы сказали, высмеивал Сагита Рамиева. Да? Но речь идет не только о Сагите Рамиеве. Если мы сейчас начнем перечислять всех, кого критиковал и пародировал и высмеивал Габдулла Тукай, наверное, это займет у нас много времени. Так вот, все-таки, наверное, нам надо говорить, что вот есть такое понятие трудное дело. Дальше, следующая опорная точка – это то, что Тукай был народным, близок к народу, это вот народный поэт. Да? Но что такое народный поэт? Народный поэт, что такое понятие народ, да, в данном случае? Наверное, мы должны говорить о том, что понятие народ в то время это не то, вот в начале 20 века, это не то же самое, что вкладывали в советское время. В советское время под словом народ, народный означалось поэт,
угнетенных господствующими классами масс, да? То есть это крестьяне и рабочие. Вот такое понятие. В начале 20 века были работы, которые после смерти Тукая писались. Например, Гали Рахим, его статья «Тукаев халык шагире». Он пишет об этом. И он правильно пишет. У татар в начале 20 века не было такого жесткого размежевания на аристократические слои, да, скажем, общества, и демократические слои общества. И вот Тукаев был равно близок и аристократическим слоям, и простому народу, как вы бы сейчас говорили. Итак, еще одна опорная точка. Тукаев – это народный поэт, да, будем говорить так. И давайте еще одну назову точку такую. Во всех почти публикациях советского времени говорилось об антиклерикальном характере творчества Габдуллы Тукая. О том, что он высмеивал мул, выступал против религиозных деятелей. Отчасти это было действительно так. Отчасти это было действительно так, потому что в то время, вы же знаете, была борьба между двумя направлениями развития, между двумя как бы направлениями, течениями социальной жизни. Одни были джадидисты, которые ратовали за модернизацию татарской нации, за модернизацию образования, а другие были кадимисты. Кадим – это вот старый означает, да? Они говорили, что все надо законсервировать, а религия вот должна быть такой опорой общества, значит, это опора фундаментальная, ничего не надо менять, надо все так оставить. Они выступали против джадидистов, резко критиковали их, и журналы, и газеты также поляризировались, да, в то время. Вот. Но при этом в сочинениях, в избранных сочинениях советской поры не печатали произведений религиозного содержания. Например, таких как «Аллах гышкана» ради любви Аллаха, или «Миградж», да, или «Кадертич». Да, вот этих стихотворений не печатали в советское время.